делать этого. Дисциплина. Очень часто, вот мы когда тоже посещали пилотные школы и сами тоже учились в школе, мы очень прекрасно знаем о том, что даже вот у нас есть поговорка да? И вот в школе, например, мальчик пробежал, реакция спокойная, да, девочка побежала, то есть, ну, вот такие вот моменты со стороны учителей мы наблюдали, и это просто так сложилось, по-другому мы просто пока не умеем. И вот мы постарались учителям донести то, что нужно относиться вот в этом плане знаково. И, конечно, инфраструктура, да, это чаще всего это именно комнаты, ну, санузлы, да, то есть мы все знаем проблему, я думаю, можем подробно на этом не останавливаться. Следующий слайд. В рамках методики преподавания, конечно, это наша сильная сторона нашей организации, и здесь мы действительно постарались выложиться на все 100. Мы обучили учителей составлять гендерно-чувствительные задания, мы обучили учителей планировать урок с учетом, да, потребностей детей. Также мы обучили учителей составлять примеры, кейсы, которые не закрепляют гендерные стереотипы. Допустим, если открыть какой-нибудь учебник начальных классов, да, и там такая картинка, мама на гладильной доске что-то гладит, да, там, папа там что-то чинит. Казалось бы, обычная семейная картинка, но даже эта картинка уже закрепляет вот эти стереотипы, что девочка, например, даже не интересуется тем, а что случилось, там, не знаю, с чайником, что он сломался. Дальше, интерактивные методы преподавания. Чтобы повысить интерес девочек к техническим направлениям, да, нужно, чтобы у этих девочек был интерес изучать физику, математику, да, химию, биологию, информатику. И это все нужно сделать через интерактивные методы преподавания. И здесь роль учителя, она колоссальна. Также мы обучали учителей тому, как можно привлекать ролевые модели. Я понимаю, что если школа находится в Сузаке, сложно туда пригласить Дину Руслана, например. Вот. Но зато благодаря цифровым технологиям можно найти выступления выдающихся ролевых моделей во всех отраслях, во всех областях. И тем самым, находясь даже в Сузаке, у детей есть возможность послушать, увидеть ролевые модели не только даже с Кыргызстана, но и со всех стран. Мы давали такие инструменты, говорили о том, что если есть выдающийся человек, связанный с той темой, которую объясняет учитель, важно показывать людей. Не просто рассказывать про закон Ома, да, но и показывать, как это работает в реальной жизни и какие есть профессии, где это может пригодиться, и какие есть люди, которые добились успеха в этой сфере. Также мы обучали учителей важности вовлечения родителей, давали им готовые инструменты по тому, как вовлекать родителей в учебный процесс. И, конечно же, критическое мышление и гражданская ответственность – это те незыблемые принципы, на которых строится тоже обучение в нашем колледже, и мы передали это тоже нашим учителям. Следующий слайд. Здесь как раз уже после наших тренингов наши учителя, это учителя Нукатского района, уже презентуют проект, который они собираются делать со своими детьми. Дальше. Здесь получается материально-техническая база. Материально-техническая база, она строится не только в инфраструктуре, да, но и в методических пособиях, материалах, учебниках. И мы обнаружили, что помимо преподавания учителя, помимо того, как ведет себя учитель, большую роль играют учебники, да. И, к сожалению, не все, конечно, но большинство наших учебников тоже закрепляют эти стереотипы, примеры я уже вам привела. И большинство учебников, они не призывают детей к науке, не призывают детей к STEM. Да. В последнее время учебники стали уже приводить примеры, связанные с реальной жизнью, но там детей нет, там людей нет. Я сама, как учитель химии, могу сказать, что ни в одном учебнике по химии нет людей. Там везде написано: определите концентрацию того-то, или по физике вычислите скорость того-то, но людей там очень мало. Физики мало, химии вообще нет. Поэтому у детей нет интереса к этим предметам.
И мы обучали учителей именно включать компонент, да, человеческий через кейс-стади. Следующий слайд. Допустим, чаще всего у нас в учебниках, в различных пособиях задания вот такого формата. И мы обучали учителей трансформировать такие задания. Следующий слайд. Вот такой формат. Да? Задание одинаковое по смыслу, но вот такое задание уже детям интересно выполнять. В таком задании Нурбек видит себя, Джилбыс видит себя, да, и сразу же происходит идентификация, и у детей появляется интерес. Поэтому, собственно, мы надеемся, что больше детей, как девочек, так и мальчиков, будут в науке. Следующий слайд. И касательно материально-технической базы, мы постарались закрепить наши тренинги тем, что подготовили учителям методические пособия по тому, как внедрять гендерно-чувствительную педагогику в их предметах, чтобы после тренингов у них была настольная книга, которая будет им помогать. Помимо этого, как я ранее сказала, в 20 школах мы давали самый базовый первый набор для того, чтобы в рамках каждой дисциплины учителя могли показывать какие-то эксперименты, и дети совместно с учителями могли проводить исследовательские проекты. Например, по физике. Уважаемая Мадина, время. Хорошо. Следующий слайд. И все. В принципе, у меня тут последний слайд. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я предлагаю задавать вопрос уже потом ко всем.